Ну, откровенно северный ветер. И не слабый. Ну, по реке поедем, нам ветер в спину будет. А возвращаться в лицо. Не слабый ветер. Я бы сказал, приличный. Холодрыга такая. Ну, надеюсь, пару штук-то попадет рыбы в такую погоду. Ладно, будем оптимистами. Килограмм. Слушай, а где лодка-то, мама мия? Ни хрена себе, куда угнала от этой палки. Так, вода поднялась, по-моему. Наверное. Хорошо тюкнутая, блин, сейчас бы Белое море бы унесло. Надеюсь, мы доедем благополучно в такой ветер-то. Ну, воду надо вычерпать. Пока до сюда дошел, всю лысину отморозил с этой шапкой. Все. Ветер против течения лодку гонит. Это нам по дороге. Пока. Надеюсь, сюда? Ну, еще шланг зацепил, мотик за ногу. Так, во, Бродни. Кстати сказать, Бродни, вот эта толстая резина тепло, по-моему, хорошо сохраняет. Это что, лосиные следы? А, да. Но это уже следы старые. Ну, стоять. Ну, лодочка, пока. Мы в лес. Ну, ты куда? Одиссей. На проход-то похоже. Не знаю. Дерево треснуло от снега, что ли. Ну, вышли правильно. Наши зарубки тут. Сильный ветер. Сегодня утром, пока зубы чистил, 2 дерева около избушки грохнуло. Ой! Из рук вырвало. Зацепилось. Ага, тут тропа. Ну чего, ребятка, есть? Поступаем по нашей пословице. Хорошая работа начинается с хорошего перекура. Да. С большого-большого перекура. В моем понимании, что значит большой перекур? Ноги вытянуть подальше. К слову сказать, насчет этих сапог. Пока шли, я особого веса, что они тяжелые, легкие, не ощущал. Просто шел и все. Но бедрам что теплее, это точно. Потолще. Потолще, да. И материя тут, по-моему, потолще. Ну что, приятель, поехали. Ух, тихо. Не шуметь. А черпалки у нас тут не было. Ну, новую вырежем. Ого, ни хрена себе. Ветровал скользкий, сырой. Так, эти коряги обойдем. Чуть-чуть. Так, как полегче тащить? А если через плечо? Ну, понеслись по кочкам. Куда? Туда. Ура, немножко на солнце вышло. На полсекунды. Так. Перекуривать много вредно.
Валерий, как думаешь, это случайность или закономерность? Плащ снял, ветер поднялся и солнце спряталось. Прохладно стало. Так, ну, сегодня у меня килька, обжаренная с чили. Это чили не тот перец, который миллиграмм попробует и потом там огонь во рту. Кошмар! Тузику дам. Тузик с чили кушаешь? Ну, тузику. Зачем? Я шучу, ты чё? А то я тебе могу и лоси дать. Не, я пошутил. А то кильку я съем. Но тузику давать, пусть Да. бегает. Пускай себе обед сам ищет. Вон, где белка, тузик. Ух ты, есть немножко перец. Кошмар. Чего я не прочитал? Слово чили там большими буквами написано. Кошмар. Тузик, не боись, эту банку дам облизать. О, у меня же во рту жгет. Чаем, что ли, запивать? Кошмар. Откуда они этот чили нашли? Валерий, с этим чили я, наверное, лопухнулся. 2 грамма съел, у меня весь рот жгет. Желудок не прожгешь таким чили, блин. Блин, а у меня еще 2 банка есть. Тоже сили. Не хочешь кильку? Но бросать-то жалко. Жалко. Помру, но сожру. То есть проверять на тузике не будем? На тузике не будет. А то он нюх потеряет, и вообще никого гавкать не будет. Не говори. У меня мысля мелькнула, может, гнилую рыбу это самое, но рыба нормальная, но перец жгет. Надо куда-то на юг продавать такую, какого хрена, кому в голову пришло на север гнать. Да банку съешь, тут и желудок продырявится. Тузик, подойдешь к этому столу, кирдык будет. Я смотрю, ты смелый товарищ. Я Ну, кружку чая приготовил, чтобы это посмотрим на твое чили. я чаем попробовал, а горячий чай и чили, у меня двойной обжог получился. Ну, успехов. Ну и как? Нормально. Не. Ну и как? Никаких ощущений особых? Чили, перец есть. Ну да, просто не бросать же из-за этого. Ну, ясно дело. Ну, у меня желудок жечь начало, блин. Кошмар. Так, ну я на простой российский паштет перейду. Да. Ему все равно, лишь бы пожрать было. Получается, что один я такой слабый на этот чили. Офигеть. Как будто всю жизнь чили. Да. Да, у меня живот жгет натурально. Ай. Ну я с перекурами пойду. Да, иди. Просто я пока не знаю, куда идти. Ну. Так, а что это я груз тащу на себе и за собой? Весь груз в лодку. И легче тащить будет. Надеюсь. Хоба. Так. Это нам не надо. То, потащили. Как лодка потяжелела. Так, ну что, после такой работы Шварценеггер одним мизинчиком в легкую. Ура! На реку вышел. Ура! Последние метры. Ну, мы задачу выполнили. Весновка у нас начнется с лодки. Не надо будет там вплав до избушки добираться.
У меня больше всех пальцы рук устали от всей этой истории. Так, ну влезешь, надеюсь? Готовы. Ну, почти приехали. Ну, показывай самого маленького. Это я шучу. Самого большого давай. О, А я меньше вот таких-то и не беру, все. ага. Класс. Ну-ка, развернись-то. Во. На спиннинг поймал, да? Да, я только на спиннинг тоже бачу. Молодец. Ну, повезло, чё ж, красота. Слушай, по плану мы хотели лодку поднять, а я веревки-то в избушке забыл. Мотив. Ну и хорошо, но весло-то поднимем. Да-да-да, весло и бензобак сейчас подумал. И пел, наверное, да? Ай, Ну, другой раз сделаем. да. Что же делать? Сейчас бы время позволяло. Ну ладно, куда деваться? Тузик, мы приехали, нафиг ты там залез, нафиг. Новое барахло изучает. А. Во. Нифига, ничего себе. Ты это говоришь, крутой обрыв. Он и не заметил. Тузик. Во дает. Молодой. Осталось дойти до избушки. Слушай, ты вроде вчера прочитал, что их сгибать нельзя. А не сгибать это. Нафиг они вообще нужны. Замыть эти ноги. Ух ты! То, что они теплые, откровенно, я пошутил. Столько сапог носил, ни разу такого не было. Тепло сохраняет. А сгибаться не хочет. Блин. Ну, европейцам тепло нужно, конечно, раз отказались от газа российского. А, да. Так что им и трусы, и сапоги, и все теплое надо. Да. У меня где-то в каталоге видел это меховые трусы, это можно выписать. Им что ли на экспорт дать? Пиндосы на свое время ножки Буша развалились сначала, а потом... мы сами вообще-то развалились. И потом нас ножки Буша послали, блин. А мы давай трусы им меховые посылать будем. Хреново сгибаются. Да. Хреново сгибаются. Ну, доставай глицерин, это, обтирать. Я думаю, глицерин и вся остальную ерунду написали, чтобы этих европейцев успокоить. А тут автоматом просто получилось. Ты хочешь сказать, что югославы думают, что кто-то в России будет глицерином мазать? Да нафиг. Такие сапоги, в принципе. То, что она толстая, тепло дает, но снимать хреновые. Ладно. Надеюсь, до завтра поставлю сушиться наверх. Не полопается? Если больше 25 градусов не будет. Посмотрим. Голенище тяжело двигать, это точно.